Продолжается год театра в России. Впереди один из самых значимых фестивалей страны «Золотая маска». Номинанты уже определены. Казань представит опера «Сны Иакова» или «Страшное место» Фонда поддержки современного искусства «Живой город», а также Камаловский театр, а именно драма «И это жизнь». Ну, будем болеть за наших, а пока рассказ о том, как камаловцы гастролируют по Москве. Большие гастроли на прославленной исторической сцене России. Труппа Академического театра имени Галиаскара Камала находится с гастролями в Москве. У нас долгосрочный договор с Малым театром России. Мы везем свои премьерные спектакли 2 года один раз. Также не забываем о татарах, которые проживают много в Москве и Подмосковье. И они очень ждут, пишут периодически, говорят, ну, почему 2 года один раз, почему не каждый год. Только новинки и только премьеры. Всего 5 спектаклей. В первый день ток-шоу на театральный лад «Мой белый колфак» о первом телемосте между татарами Казани и Америки. Сегодня «И это жизнь». Завтра взлетел петух на плетень. Москвичи уже увидели «Меркая ослу». Камаловцы любят своих зрителей, потому не согласны на полумеры. Выезжает около 5 фур больших. Декорация вывозится полностью из Казани в Москву. Уфа, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск – это лишь часть гастрольного маршрута этого года. В ушедшем 2018 году в сентябре были в Узбекистане большие гастроли. Потом у нас был выезд и участие в фестивале в Китае, в городе Нанкин. Вот сейчас уже Москва, и в феврале мы планируем, и мы получили приглашение и готовимся выезд в Дели, в Индию. Имя Марселя Салимжанова, он словно ангел-хранитель для старейшей труппы республики, будет не раз звучать в эти дни в Москве. Из редких фотографий и афиш составлена выставка в честь предстоящего юбилея мэтра Национального театра. Так и хочется с ним диалог вести. Где-то не хватает его мудрых, отцовских таких реплик, слов, советов. За ним мы все были как-то за каменной стеной. Это же фигура была, личность российского масштаба. Обменные гастроли Малого и Камаловского театров проходят с 2006 года и уже стали доброй традицией. А вот премьеру года «И дольше века длится день» работу Ильгиза Зайнива вывести не успели. Мы продолжаем, и у нас в гостях заместитель директора Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Ильшат Латыпов. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему именно этот спектакль «И эта жизнь» был выбран в качестве участника на этом конкурсе? Но было бы наше желание, все бы спектакли театра Камала был представлен на фестивале премии «Золотая маска», но у них есть отборочная комиссия, которая в течение сезона ездит по всей России, от Калининграда до Владивостока, отсматривает спектакли и уже потом отбирает, выбирает, кто именно достоин попасть на премию фестиваля «Золотая маска». И для нас, конечно, это большая честь, и это огромное событие, потому что среди драматических театров Татарстана только Камаловский театр представлен на премии «Золотая маска». И вообще в истории татарского театра в большой форме это первый спектакль, который был номинирован на «Золотую маску». Почему я говорился в большой форме? Потому что в малой форме в 2014 году спектакль «Однажды летним днем» Бекчентаева Фарида Равкатовича также был номинирован на эту премию. А как принимал зритель? Ведь мы знаем, что поклонники труппы, конечно же, доброжелательны, но очень избирательны. Да, ну, надо сказать, что это тот самый случай, этот спектакль, когда на него и критики очень хорошо о нем отзываются, и зрители. То есть пока он идет с полными аншлагами. А насколько мы знаем, что сегодня будет премьера в Москве? Ну, для Москвы это, вы правильно сказали, это премьера. Да. То есть для Казани он уже идет, получается, уже сезон с лишним. Вот. А для Москвы это действительно премьера. Впервые для московского зрителя мы его показываем. Так совпало, что именно сегодня спектакль «Тарымыш-Мабу» и «Это жизнь» по произведениям Гаяза Исхаки в постановке Айдара Забарова сегодня будет представлен. И не будет преувеличением сказать, что это действительно является событием для московского зрителя, потому что только порядка свыше 50 мест было забронировано представителями прессы и критиков. То есть, да, то есть это спектакль, который вызывает интерес не только, является событием для Татарстана, но, получается, и для столицы. А вот в чем актуальность истории Гаяза Исхаки сегодня?
Но те, кто посмотрел этот спектакль, как раз подчеркивают именно его актуальность. Многие находят главного героя и те темы, которые поднимаются, близко себе. То есть там рассказывается, главный герой, он ставит такие высокие задачи в молодости, а спектакль заканчивается тем, что как бы все его амбиции, все его вот эти цели, они как бы оказывается, что они не были достигнуты и пропали. А как долго продлятся гастроли и какие планы у труппы на новый 2019 год? Гастроли идут с 11 января, они завершатся 16 января, спектаклем «Взлетел петух на плетень». И я еще хочу здесь сказать, что нет, наверное, среди региональных театров ни одного такого театра, который в течение недели в Москве, в столице, собирал бы полные аншлаги. То есть это действительно для нас очень важно. Всегда местный зритель просит приезжать почаще, мы приезжаем туда раз в 2 года, просит, чтобы мы приезжали каждый год, просит открыть филиал Камаловского театра в Москве. Руководство над этим думает, мы обязательно над этим подумаем. Пока раз в 2 года мы приезжаем на сцену Малого театра. Следующие планы у нас, год, в принципе, очень богат на события, как обычно для театра Камала. Уже в эту пятницу наш проект «Школа театрального зрителя» продолжается. Мы показываем, обсуждаем видеозапись спектакля «Баскетболист». Далее в феврале у нас две поездки. Это Индия. Впервые в нашей истории татарского театра, театр Камала выезжает в Индию со спектаклем «Пришлый». У этого спектакля вообще складывается очень богатая фестивальная история. Мы только что были в Нанкине в Китае. И весной еще поедем в Венгрию, Будапешт, на международный фестиваль. Далее мы едем в Уфу, также с 10 спектаклями. Традиционные также гастроли раз в 2 года. И уже позже, весной, мы поставим премьеру Фарида Бекчентаева и Сянмесес «Живы по пьесе Мансура Гилязова. И, как обычно, в июне мы будем завершать сезон международным фестивалем «Наурус», который будет посвящен Башкирии. Мне очень интересно, а как иностранный зритель встречает наших татарстанских артистов? Иностранный зритель, он особенный, конечно, это однозначно. И когда приехали наши артисты из Нанкина, из Китая, они сказали, что, во-первых, китайский зритель очень чуткий. То есть они очень внимательно слушают и реагируют в каких-то местах даже живее, чем местный зритель. Активнее смеются и как-то действительно более живо реагируют на такие вещи. Но мы зрителей иностранного готовы видеть и у нас в Казани, потому что наш театр единственный, который переводит все свои спектакли каждый день на английский язык. То есть люди даже некоторые приходят просто подтянуть свой английский язык, потому что у нас очень профессиональные переводчики. Все спектакли переводим на русский и английский языки. Несомненно, нам есть чем гордиться. Спасибо большое, что пришли и рассказали нам подробно о гастролях. Удачи, конечно же, всем нашим артистам. И приходите к нам еще. Спасибо, обязательно передам. Успехов вам. Мы продолжаем.